Радий Хабиров попросил совета мамочек по поводу молочных кухонь. Радий Хабиров әсәйдәрдән һөтле аш-һыу бүлмәләре буенча кәңәш сораган. Радий Хабиров попросил совета мамочек по поводу молочных кухонь. Радий Хабиров әсәйдәрдән һөтле аш-һыу бүлмәләре буенча кәңәш сораган. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Вы слушаете «Уфимский разворот». Программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщения прочитаны в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Здравствуйте, мы начинаем разворот на «Эхе Москвы» в Уфе. Сегодня в студии Денис Ганиев и Руслан Валиев. Доброе утро. А также Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. +7 927 304 1051 это номер для ваших СМС-сообщений, куда вы можете присылать вопросы для того, чтобы принимать активное участие в нашем интерактивном эфире. Также сообщения в Телеграм мы ждем с нетерпением. Прямая трансляция в Фейсбуке, на Ютубе у нас сегодня запущена, впрочем, как и всегда. И план нашего эфира тоже особо не отличается от привычного. Вначале мы сегодня почитаем прессу, сайты, газеты. Мы послушаем фрагмент программы «Персонально ваш». Председатель совета директоров Башинформа Ростислав Мурзаголов вчера был в гостях нашей студии. Дальше мы обсудим вчерашнюю встречу Радия Хабирова и руководителя УГМК с жителями Сибая. Поголосуем на эту тему. А во второй части у нас будет гость. Да, у нас будет в гостях директор системы ЛИК КВН Республики Башкортостан Тимур Шейхудинов. Вот поговорим, есть ли деньги в КВН и вообще тот ли самый КВН или не тот, как любят говорить, или живее всех живых. Ну, в общем, обо всем по порядку. Но это будет во второй части, а начнем мы нашу программу с обзора прессы. Пресса с доставкой на дом. Газета «Бонус» у меня сегодня в руках, и сразу два материала главного редактора «Бонуса» Рамиля Рахматова я хочу обозреть и предложить вам их прочитать, потому что довольно-таки занимательные, на мой взгляд, вещи публикует наш коллега. Башкирские чиновники отпраздновали корпоратив за бюджетный счет, задается вопросом Рамиль Рахматов. Речь, оказывается, о новогоднем аж корпоративе. Да? У нас сегодня последний день зимы, завтра весна начинается, и вот здесь всплывают интересные факты. Так. Значит, речь о чем? Стали проясняться подробности того, как чиновники Государственного комитета Республики по внешнеэкономическим связям отметили Новый год. По данным издания, по данным источника «Бонуса», значит, корпоратив был отмечен в ресторане «Большой». Сумма чека на одного, значит, гостя составляла 3500 рублей. Заказ был сделан на 34 человека. Эту информацию в самом комитете изданию не подтвердили, то есть отказываются соглашаться с тем, что так было. Но источник утверждает, что под видом, значит, как-то выгуливания, что ли, да, гостей из Китая, этот корпоратив был оплачен за бюджетный счет через, соответственно, подставную там какую-то статью расходов. Вот, ну, если это так, то это, в принципе, неправильно, мягко говоря, да? То есть... Ну, по большому счету, достаточно часто такие моменты возникают вообще в рамках управленческих структур, потому как, ну, праздновать, собственно, надо. Ну, в общем, как бы это не секрет. Как это делать? Тут уж где находчивые проявляются, там они, собственно, и проявляются. Интересно, что отрицают. Отрицают. Сотрудники говорят, что нет, мы все сами. Они говорят, были представители Китая, и, значит, для них заказ был сделан, но по другим данным, опять по данным «Бонуса», здесь в этот день в Уфе никаких китайцев не было, в общем, и, соответственно, это все неправда. Ну, мне кажется, можно обратиться в администрацию ресторана просто. Да, это вариант. Ну, по-хорошему, да, надо добиться официального ответа от ведомства все-таки, что это было, да, чтобы были конкретные прямые доказательства. А были ли китайцы? А были ли китайцы? И еще о деньгах. Чехарда в Минздраве. Максим Забелин набирает свою команду на корабль. Называется заглавная статья на первой полосе «Бонуса». Назначение варягов в медицину Башкирии все больше напоминает перехват денежных потоков, делает вывод, значит, издание «Бонус». Значит, накануне стало известно, что без объяснения причин уволен директор, отвечающего за многомиллиардные закупки техобеспечения Минздрава РБ Михаил Шмаков. На этой должности он пробыл всего 5 месяцев.
по данным бонуса, он, в принципе, входил в команду Радия Хабирова, в ту часть команды, которая называется условно уфимцами. Оказывается, есть в команде Хабирова команда уфимцев и команда красногорцев. Да, вот. И его заменил другой человек. Он выходец из системы здравоохранения Тверской области. Зовут его Мехти Игоревич Гусейнов. Значит, информации о нем во всемирной паутине, как пишет бонус, немного. Это молодой, но успешный 29-летний чиновник из Москвы, успевший поработать в сфере закупок. Значит, эксперты, которых опросил бонус, здесь во мнениях разделились. Кто-то считает, что большое количество варягов, да, то есть людей, которые к нам приехали из других регионов, это плохо. Кто-то говорит, что это хорошо. Но так или иначе задается вопросом, для чего это делается, да? Не для перераспределения ли финансовых потоков из привычного, скажем так, русла в новое. Поэтому более подробно, кому интересно, читайте на страницах бонуса. Да, ну, идем дальше. Сайт gtrk.tv публикует интересную новость, на мой взгляд, что сельским жителям Башкирии установили первые спутниковые тарелки за счет государства. Интересно. Ну, суть в том, что селянам, которые находятся в отдаленных районах нашей республики, не имеющие вне зоны цифрового эфирного телевидения, государство ставит тарелочку. Угу. Вот два вопроса в связи с этим у меня возникает. Откуда деньги? Ну, из бюджета, как мы поняли. Спасибо, есть ответ. И второй вопрос, а вот зачем? Ну, давайте дам микроволновку каждому кому. Вот суть что? Холодильник и прочее, да? А почему нет? Быта. Гараж. В конце концов, ну, зимой более полезно. Вот для чего? Ну, то есть люди, которые хотят узнавать, но неужели нет возможности? Это же серьезные деньги, так если посчитать. Вспоминаю роман Оуэлла 1984. Там, я не помню, там как телевизор назывался, прототип телевизора, да, но вот что-то вот это напоминает, да? То есть как бы это обязательный предмет интерьера, который должен быть с точки зрения государства. Ну, о деньгах, о сумме речь идет? Нет, о деньгах не идет речи, но говорится о том, что есть более 300 заявок поступило уже. Ну, я сам себе ставил тарелочку где-то вот от 15 тысяч. С установкой в отдаленный район, наверное, больше. Ну вот можно посчитать, примерно прикинуть. Ну нет, справедливости ради, иногда в гипермаркетах я вижу какие-то акции, там что-то 7 тысяч стоит. Может быть, конечно, я... Но опять-таки выезд в дальний район, это все равно будет там утроение сумм. Хотя не факт. Если про деньги, то вот, в принципе, еще есть, да. В Курултай-Башкирии закупают кресла на 12 миллионов рублей. Об этом пишет уже про Уфу. Значит, речь о том, что планируется закупить 221 кресло. Значит, что важно здесь? Стоимость одного кресла составляет в среднем 54 тысячи рублей. Значит, тщательно составленное техзадание пестрит избыточными потребительскими свойствами, утверждает ПроУФУ. Итак, описание. Конференц-кресло на металлическом каркасе с мягким откидным сиденьем, мягкой спинкой в деревянной раме, декоративными пилястрами на торцах боковин конференц-кресла и фигурными подлокотниками. Спереди и сзади боковины декорированы резными пилястрами, а сверху завершаются подлокотниками с завитком спереди. Материал облицовки боковин — плита МДФ, облицованная натуральным шпоном дуба. Материал изготовления декоративных пилястр и подлокотников — массив дуба и так далее. Вот такие вот Руслан, кресла. я сейчас, когда вы читали, я закрыл глаза, и мне рисовалось, что я нахожусь в картинной галерее. Это все резнина, лепнина, дуб. Ну, у меня даже с открытыми глазами, в принципе, вот эти вещи, и даже некий такой запах музейный, он как-то вот он возник. А зачем? Вот просто зачем? Ну, этого же никто не видит. То есть это рабочее, по сути, место, да? Более того, те кресла, которые сейчас находятся в залах заседаний Курултая, в обоих, да, они прекрасные. Они прекрасные. Ничуть не хуже. Так, тут, как говорится, кстати, красиво пишут, жить. По поводу чего нам пишут. В советское время летом во многих парках были танцы, да многое было куда сходить. Теперь ничего нет. Город вымирает. Пенсионеры в саду, а молодежь — компьютеры. Дома культуры заперли зимой. Одеться проблема, скучновато летом стало в городе, пишет нам тетя Роза. Так, это интересно вдогонку какой новости? Спасибо, Петрос. Ну, может быть, про Сибай, возможно. Про утренний эфир, может быть, что да? Мы говорили о фитнес-клубе, да, скорее всего так. Ну, и вот раз уж школишь мы про деньги, коротенечко, что ГИБДД Башкирии массово проверит водителей на штрафы, традиционненько, нужно сейчас весна. Я вчера разговаривал с одним предпринимателем, который занимается стройкой, говорит, а где брать деньги? Нужно срочно тряхануть всех должников, потому что сейчас обещаний было много, да, и дороги, и дома, и здания, и так далее, ну, тем более 100-летие Башкортостана мы тут планируем праздновать. Начали трясти кого?
Ну, понятно. Да, те, кто должен, операция должник. Друзья, будьте В аккуратны. каких числах она? В первых числах С марта? 1 марта, если я не ошибаюсь, да, ну, там на 15 суток могут забрать, могут, ну, дополнительный штраф, да, ну, и т.д., и т.п., уклонение от исполнения административного наказания, плюс еще статья, обязательно работа на срок до 50 часов. Ой, ну, в общем, не весело первый весенний день начнется для тех, у кого, в общем-то, по определенным причинам нет возможности закрыть то, что должен закрыть в финансовом плане. Между тем, вчера у нас заседание Горсовета прошло, кстати говоря, да, поэтому нужно об этом сказать. Коммерсант о том, как Александр Сидякин, глава администрации, временно исполняющего главы республики, рассказал уфимским депутатам об особом отношении Радия Хабирова к Уфе. Значит, секунду, вот у меня открывается. Значит, особое отношение к Уфе, к горожанам и руководству города. Работа с городом будет строиться на условиях особого внимания и особой поддержки, так как Уфа — визитная карточка и лицо республики, пообещал Сидякин и добавил, что когда сити-менеджер Уфы Ульфат Мустафин обращается с какими-то вопросами в администрацию республики, он находит там понимание. Так что, дорогие уфимцы, нам обещают, что все будет хорошо. И, кстати, здесь, по-моему, в материале подчеркивается, что это делается, в общем, и подчеркивается, что не будет так, как было при Ялалове и при Хамитове, когда они между собой не могли найти понимание в последние годы, и Уфа у нас якобы из-за этого страдала. Ну, наверное, это важно, когда есть понимание главного города республики. Никого не хотим обидеть, но факт, это просто факт. Ну, безусловно, конечно. С руководством республики. Потому что, ну, правда, ведь надо, чтобы центр был, и центр притяжения. У нас Уфа периодически в истории бывает обделена. Так было, кстати, вот в 90-е, в начале нулевых, когда Муртаза Рахимов, в общем, это вроде как даже официально чуть ли не признано, да, что он много внимания действительно уделял селу, и, в принципе, заслуженно, но Уфа тогда была немного забыта. Ну и давайте сейчас вспомним некоторые районы Уфы, в которые и до сих пор, на мой взгляд, до сих пор нуждаются в повышенном внимании. Да, туда нужно обратить внимание. Ну что, друзья, обзор прессы мы на этом закончим. И сейчас предложим обещанный и анонсированный ранее фрагмент программы «Персонально ваш». Вчера в гостях был Ростислав Мурзагулов. Спрашивали его о разном, в том числе по поводу критики информполитики республики, за которую он отвечает. Критикуют вас в том числе. Вот, например, в наших эфирах довольно часто бывает политолог Дмитрий Михаличенко, общественный деятель Азамат Галин, не говоря уже там о таких оппозиционерах записных, как Айрат Дильмухаметов или Лилия Чанышева, критикуют вас лично там за информационную политику республики, да. Например, за то, что там БСТ вновь стал рупором пропаганды, кто-то говорит. Неумело ведется работа с общественным мнением. Вместо профессионалов прибегают к услугам обычных блогеров с ограниченным кругом влияния и иногда сомнительной репутацией. Даже Ради Хабиров на прошлой неделе, по-моему, это было, на оперативном совещании вас упрекнул, что вы плохо информируете о программе ремонта подъездов. Смотрите, по поводу ремонта подъездов, действительно, мы сами потом делали несколько опросов, там получилось так, что информированность населения в городах республики где-то от половины до 2/3. То есть про эту программу знают очень многие. Другое дело, что здесь действительно мы не доработали, я имею в виду информационный блок. У нас действительно не все люди поверили в то, что с ними посоветуются, когда будут принимать эти программы, потому что это все многие пропустили мимо ушей. И в вопросах, когда у них спросили, а вы знаете, что вы должны принимать ремонт подъездов, и вообще-то как бы и планы по его ремонту. То есть чиновники пропустили мимо ушей? Нет, люди пропустили. Ага. Чиновники-то вроде как приняли все и обещали все это провести, и кто-то сделал, кто-то не сделал. Удивительно, что многие люди, вот судя по опросам, в это просто не поверили, потому что с ним никогда не советовались, подписывали все за них, хотя процедура-то существовала всегда, на самом деле, в ЖКХ. Но здесь просто подход у Радия Хабирова вот такой, он его в Красногорске обкатал, он сработал на ровно 100%, когда он там тоже инвестировал хорошие средства в ЖКХ. Действительно, на полном серьезе люди с советами, домкомами подписывали ведомости строительные, подписывали процентовки, вот это вот все, и принимали или не принимали ремонты, и, собственно, изначально планы по этим самым ремонтам. Это очень хорошо работало, когда так и завернули несколько платежей. Просто чиновники поняли, что их бизнес понял, что схалтурить не получится, что делать надо качественно, за небольшие деньги, и делать там, где это нужно, а не там, где... Поэтому нормально, когда критикуют. Мы, в общем-то, стараемся работать лучше после этого. А что касается критики от чуть выше озвученных людей, я, собственно, спокойно вообще к критике отношусь. У кого-то есть какие-то мнения, связанные с тем, что люди просто не согласны с подходами, это совершенно нормальная ситуация. Другое дело, что мне не нравится, когда кто-то приходит и говорит, дай мне, пожалуйста, 1 000 000. Ты ему говоришь, во-первых, у меня нет 1 000 000, а во-вторых, а собственно, за что? Я же вот известный политолог. Ты говоришь, здорово, конечно, но а почему вы считаете это нормальным? Тут всегда так было, говорит тебе политолог. Ты говоришь, если это критерий ругать власть или не ругать, тогда ругайте. На самом деле неплохо, когда есть люди, которые власть ругают, потому что рейтинг Радия Фаридовича, к сожалению или к счастью, к чему-то подпирает потолок собой, и, честно говоря,
рейтинг один из самых высоких в стране. Раз все это время его кто-то критикует, то, видимо, эта критика тоже играет свою роль, на самом деле, в этом процессе, потому что, знаете, опереться можно на то, что сопротивляется, и если бы не было тех, кто критиковал, наверное, Ради Фаритович бы что-то не знал, как правильно делать. Поэтому пусть критикуют, это нормальная ситуация. Слушайте, ну тут прозвучали фамилии политолога Дмитрия Михаличенко, Азамата Галина, предпринимателя, общественного деятеля, и руководителя штаба Навального Лилии Чанышевой. Вы о ком-то из них говорите по поводу вот 1 000 000 рублей? Ну, вы знаете, я же, наверное, не буду называть конкретные фамилии, это же некрасиво. Ну, потому что это нужно будет доказывать в суде. Я последнее, что в жизни собираюсь делать, это судиться с кем-то из вышеозвученных людей. Я, кстати, к примерно 3/4 вышеозвученных людей отношусь с искренним и глубоким уважением. А на одного из них даже ссылаюсь в своей кандидатской диссертации. Поэтому больших проблем с ними ни с кем нет. Знаете, я еще очень не разделяю и не понимаю, не считаю, что это правильно, будучи на самом деле либералом, когда даже исходя из каких-то хороших соображений, условный либерал Иван Петров говорит про условного губернатора там, Петра Иванова, что Петр Иванов вор, он коррупционер, его много раз ловили на коррупции, например. Когда это неправда, ни первое, ни второе, ни третье, и это никак, нигде никогда никем не было доказано. То есть, подождите, мы считаем, что если мы либералы, то мы имеем право без всяких решений суда, безо всяких приговоров, безо всяких... Слушайте, за одним вот губернатором, который тут недалеко сейчас сидит, да, в здании и работает, бегала вся полиция Республики Башкортостан несколько лет. Был бы он коррупционером, наверное, быстро бы все это отловили. И если вы считаете, что кто-то коррупционер, ну, докажите это, да, то есть, ну, хотя бы докажите так, как это делают некоторые общественные деятели, я уж не буду там имена называть, но какие-то документы где-то находят. А когда просто кто-то говорит, что нет, вот он очень плохой, потому что я вот так считаю, ну, простите, пожалуйста, а вот ты кто такой? А почему вы не считаете нужным все-таки вот эту информацию, да, которую озвучиваете по поводу миллионов, все-таки вынести на общественное обсуждение и, возможно, доказать в суде? Я не собираюсь никому делать паблисити, это первое. Второе, ну, знаете, для того, чтобы это все доказать в суде, нужно было, наверное, проводить целую полицейскую операцию, делать контрольные закупки и там и так далее. Вы знаете, это последнее, чем мне в жизни хочется заниматься. Это был фрагмент программы «Персонально ваш» с Ростиславом Мурзаголовым, который был в гостях нашей студии вчера. Полную версию эфира смотрите на сайте эхо-msk.ufa.ru, в Ютубе и на Фейсбуке, везде, где есть наши аккаунты. Не забывайте, конечно, подписываться на них для того, чтобы ничего не пропускать. Сразу хочу сказать, сегодня в гостях программы «Персонально ваш» будет экономист Дмитрий Котов, эксперт, которого давно в гостях нашей программы не было, поэтому вопросы касательно экономической составляющей с прицелом на Республику Башкортостан вы также можете присылать даже заранее по номеру +7 927 304 10 51. А сейчас мы хотим вспомнить о том, как вчера в Сибае прошла встреча руководителя региона с участием руководителя Уральского горно-металлургического комбината Андрея Казицына с жителями Сибая. Сразу скажу, что прямая трансляция всей этой встречи шла в социальной сети ВКонтакте. Башинформ организовал эту трансляцию, и, в общем, довольно занимательное было зрелище. Большую часть мероприятия я посмотрел. И, в общем, выводы определенные сделал. И, значит, что мы увидели? Какой результат? Во-первых, значит, Ради Хабиров признал возможность закрытия шахт и полного подтопления карьера. Итак, цитирую. Решение о подтоплении шахты было принято после моего вмешательства. Это первое. Второе. Если я на основании научных данных, показаний проектных институтов, показаний республиканских структур, чрезвычайных ситуаций, Роспотребнадзора, если мне четко и ясно скажут, что для ликвидации последствий нужно остановить шахту, то шахта будет остановлена, невзирая на экономические и никакие иные соображения. Это я вам твердо обещаю, сказал Хабиров. Значит, дальше важная информация. Мы договорились, что УГМК в этом году выделит 200 миллионов рублей на то, что город сам сочтет нужным сделать. Мне было предложение от главы, он обращался сделать ваш стадион. Глава города имеется в виду. Но вы сами решите, куда вы хотите и так далее. Это не откуп, меры подобной поддержки будут и дальше. Эта сумма идет поверх всех основных договоренностей, сказал Хабиров. То есть горожане могут поучаствовать в принятии решения. Политолог Дмитрий Михаличенко, прокомментировав итоги этой встречи, нам сказал, что это был диалог, а не какие-то информационные посылы дешевого свойства со стороны блогеров о том, что политтехнологи нагнетают ситуацию. То есть, в принципе, положительно оценил итоги этой встречи. Значит, прямой диалог с жителями вызывает намного больше доверия региональному руководству, чем разного рода отредактированные мнения экспертов и блогеров, сказал политолог в результате. И встреча закончилась на той ноте, что Ради Хабиров пообещал жителям Сибая, что такая встреча в таком же формате с участием
тех же людей состоится вновь примерно через месяц, в 20-х числах марта. Именно тогда, кстати говоря, установлена дата завершения, да, ориентировочного завершения подтопления карьера. То есть, по сути дела, окончательного решения этой проблемы со смогом. Вот такая встреча. В общем, все разошлись, и даже аплодисменты такие прозвучали в конце. Друзья, вопрос к вам. Вот если вы смотрели особенно, да, эту трансляцию, читали новости, сейчас послушали информацию по, значит, этой встрече, какое у вас мнение на этот счет? Если... Так, секунду. Если вы удовлетворены результатами встречи, то есть радио Хабирова непосредственно эту встречу можно занести в актив, то голосуйте по номеру 262-72-47. Да, это именно то, что должен был сделать руководитель региона. Нет, эта встреча вам, в общем, не понравилась. Ее итоги совсем не те, которые должны были бы быть. Люди продолжают травиться, поэтому тут нечему радоваться. 262-72-48. Голосование. Процесс пошел. Ну, такая серьезная, актуальная тема, конечно. Не только в рамках нашей республики, она уже вышла далеко за ее пределы, и на международной арене международные специалисты уже обсуждают эту катастрофу, да, можно ее, наверное, и так назвать, экологическую. Ситуация очень нестандартная и очень неприятная. Напомню номера телефонов: 262-72-47. В целом вы считаете, что результаты встречи Хабирова с сибайцами можно занести в актив? Она действительно принесла положительные результаты. Это именно то, что должен был делать временно исполняющий главы региона. То есть, в принципе, в этой ситуации вот лучше нельзя было, да, поступить и как-то более правильно сформулировать мысли, предложения. Все хорошо, ставите зачет. Нет, радоваться нечему, ситуация остается напряженной. В общем, это все показуха, может быть, даже на ваш взгляд. То есть не зачет. 262-72-48. Я справедливости ради считаю, что все прошло неплохо. Люди были напряжены. Реально пришли в зал, судя по тому, что я видел, люди озлобленные, да, то есть люди с улицы, жители конкретные. Поначалу они часто пытались прерывать, особенно выступление Андрея Козицына, руководителя УГМК. Ради Хабиров выдерживал очень такую важную, ну, я не знаю, тональность, да, и при этом успокаивал людей. Люди прислушивались к нему, и, в принципе, встреча прошла конструктивно. То есть друг друга люди услышали. Был риск того, что они друг друга не услышат, в принципе, да, разругаются, как принято говорить, и могут разойтись вообще. Слушайте, в принципе. Это все понятно. Нет ли ощущения, что время упущено, да, что вот потеряно очень серьезное такое количество времени, и нужно решать скорее эту проблему? Слушай, подведем итоги нашего голосования, и цифры у нас следующие. Всего 25% проголосовавших удовлетворены итогами этой встречи, и 75% не удовлетворены. Ну что ж, такие цифры. Мы сейчас уходим на новости, после этого вернемся в студию с нашим гостем. 7:30 в Москве. В студии Александр Климов. Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что его переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном проходят успешно. По его словам, достигнут очень большой успех, отметил, что Северную Корею ждет светлое будущее. В свою очередь, Ким Чен Ын заявил, что не поехал бы на саммит в Ханой, если бы не был готов к денуклеаризации Корейского полуострова. Сегодня по итогам переговоров планируется подписание совместного документа, который уже получил название «Ханойская декларация». Москва и Вашингтон внесли на рассмотрение Совбеза ООН альтернативные проекты резолюции по Венесуэле. Оба проекта будут голосоваться тоже сегодня, и Россия и США имеют в Совете Безопасности ООН право вето. Американские конгрессмены призывают ввести санкции против причастных к убийству Бориса Немцова. Проекты соответствующих резолюций внесены в Сенат и Палату представителей по случаю 4-й годовщины гибели российского политика. Законодатели призывают правительство России провести независимое международное расследование убийства при содействии ОБСЕ и ПАСЕ. Россия в глазах трети американцев является главным врагом США. Более половины уверены в существовании критической угрозы со стороны России. Это следует из опроса, проведенного компанией Гэллопа. С прошлого года число американцев, считающих Россию главным врагом, увеличилось в 1,5 раза. Украина отказалась от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение», который в этом году пройдет в Израиле. Отказ Украины от Евровидения не скажет
окажется на конкурсе, но сама история выглядит довольно смешно, считает музыкальный редактор МК Артур Гаспарян. В данном случае получилась история по классическому произведению «Бунт офицерской вдове», которая сама себя высекла. Я не хочу комментировать мотивы, по которым произошла вот эта коллизия с Маруфом. Вот все эти коллизии, по которым было принято в итоге такое решение, тот скандал, который там разыгрался, потому что это внутреннее дело самого украинского общества. И, наверное, из этого тоже будут сделать какие-то выводы на будущее. Но, с другой стороны, это, конечно, очень смешно. Это вот такая наша постсоветская история. Представить себе какое-либо европейское государство, где правительство озабочено условиями проведения национального отборочного конкурса на Евровидение, это просто вот не укладывается в голове ни одного, наверное, европейца. Украина не будет участвовать в Евровидении уже во второй раз. Фильм «Лето» Кирилла Серебренникова стал лидером по числу номинаций на российскую кинопремию «Ника». Как сообщает пресс-служба кинофорума, картина представлена в 12 номинациях из 16. Кроме того, Серебренников может победить в категории «Лучший режиссер». В Москве сейчас -2, днем до 2 градусов тепла, небольшие осадки. Александр Климов, служба информации «Эхо Москвы». 3, 2, 1. Реклама. Ездите вокруг дома и ищете, где припарковаться? Устали откапывать машину от снега? Хватит мучиться! Есть решение! В новом умном доме на Злобина свой паркинг с доступом для всех жильцов. Паркуйтесь по-умному. Бронируйте квартиры в умном доме с 8-ярусным паркингом. 280 10. 280 10. Застройщик РСК Федерация. Проектная декларация на сайте стройфед.ру. Набор водителей такси. У нас всегда для вас много работы. Служба заказа «Такси Мотор». 2 900 900. В Уфе есть люди, у которых есть особое мнение о том, что происходит. Более того, в Уфе есть люди, которые не боятся высказать его вслух. По будням, кроме пятницы, эти люди приходят на «Эхо Москвы» в Уфе и отвечают на ваши вопросы. Слушайте программу «Персонально ваш» с понедельника по четверг в 15:10. В новом умном доме на Злобина свой паркинг с доступом для всех жильцов. Паркуйтесь по-умному. Бронируйте квартиры в умном доме с 8-ярусным паркингом. 280 10. 280 10. Застройщик РСК Стройфедерация. Проектная декларация на сайте стройфед.ру. По понедельникам и четвергам после 13 часов в студию «Эхо Москвы» в Уфе приходят те, кто хочет сделать наш город лучше. Слушайте совместную программу «Эхо» и Центра современного искусства «Облака» «Парк искусств». Ведет программу Валерьян Гагин. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. На «Эхе Москвы» в Уфе новости. У микрофона Юлия Сафина. Здравствуйте. Еще 2 фигурантам дела об изнасиловании в полиции продлили арест. 27 февраля суд решил, что Салават Галиев и Павел Яромчук останутся в СИЗО до 30 апреля, как и их бывший коллега Эдуард Матвеев. На решение о продлении ареста не повлияло состояние здоровья Яромчука. Напомню, ранее стало известно, что у обвиняемого обнаружили опухоль мозга. По словам адвоката Яромчука, который передает Башинформ, вчера его подзащитного возили на обследование к врачам республиканской больницы. Затем в суде была представлена справка от следователя, что у обвиняемого нет никакой опухоли. Напомню, 23-летняя девушка-дознаватель заявила, что в ночь 29 на 30 октября подверглась нападению со стороны 3 ее коллег в здании отдела по вопросам миграции МВД России по Уфимскому району. Обвиняемыми по этому делу проходят бывшие полицейские Эдуард Матвеев, Салават Галиев и Павел Яромчук. Они были уволены из полиции в начале ноября. Потерпевшая также была уволена с формулировкой «за совершение проступков, порочащих честь сотрудника полиции».
Депутаты Курултая не согласны с мнением председателя Союза экологов Башкирии о том, что плату за вывоз твердых коммунальных отходов необходимо поднимать. Обсуждение первых итогов мусорной реформы прошло 27 февраля на площадке медиахолдинга РБК Уфа. Эколог Александр Веселов высказал мнение, что реформа не идет из-за низкого размера платы с населения. Как сообщает медиакорсеть, депутаты Курултая и Госдумы не согласились с ним, заявив, что прежде чем платить больше, надо создать инфраструктуру и построить мусороперерабатывающие заводы. Кроме того, региональные операторы сообщили о недостаточном количестве контейнеров и отсутствии контейнерных площадок в сельских населенных пунктах, которые должны были обеспечить муниципалитеты. Салават Юлаев выиграл «Металлург» во втором матче серии. Игра состоялась 27 февраля в Магнитогорске. В первом периоде Салават открыл счет, забив 2 раза. Во втором команда усилила разрыв, забив еще 2 шайбы. В третьей 20-минутке «Металлург» открыл счет своим забитым шайбам, но успел забить только 1. Итог 1-4. Таким образом, уфимцы сравняли счет в серии 1-1. Следующая встреча между командами состоится завтра, 1 марта, на Уфа-арене. В завершении выпуска о погоде. Сегодня в Уфе сильная облачность, слабый ветер без осадков. Температура воздуха от -6 до -11 градусов. Сейчас за окнами облачно, 12 градусов мороза. Юлия Сафина, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе. Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляет «Уфимский разворот». Программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в прямом эфире. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Продолжаем «Уфимский разворот». В студии у микрофона Денис Ганиев. И Руслан Валиев. Ну и в гостях у нас анонсированный нами же, собственно, гость, директор системы ЛИК КВН Республики Башкортостан Тимур Шахудинов. Тимур, привет. Привет. У меня сразу такой дилетантский вопрос. Система ЛИК КВН — это что такое? Ну, если раньше мы проводили там, ну, если тогда древний такой тоже, наверное, уже как Денис Ганиев. Если раньше такие мероприятия проводились, там, 1 апреля, юморина была стандартная в республике, вот и все знали, что 1 апреля я пойду туда, и вот все. И вот там, я помню, даже билеты там было не достать, наверное, такие истории прям были. Даже я, наверное, застал эту эпоху, когда практически невозможно было билеты, там, втридорога их перепродавали, что-то. То, что не было юридических проектов каких-то таких. И вот 1 апреля был, и еще какая-то игра была раз в год. 8 ноября, наверное, день рождения КВН. Ну, возможно, что-то в этом духе. Было 2 концерта в год. То сейчас это у нас 23 концерта в год. То есть это все залы тысячники, ну, то есть Конгресс-холл, допустим, мы сейчас все игры проходят, там 23 концерта. Мы вынуждены были разделить все это на какие-то иерархии. Ну вот давай, какие? Ну, то есть официальная лига у нас, есть высшая лига Республики Башкортостан, есть городская лига, есть юниор-лига КВН, есть лига трудящейся молодежи, есть лига среди лиц с ограниченными возможностями, есть башкирский КВН. Башкирский КВН, то есть все это... То есть КВН на башкирском. Да, и мы как бы разделили все это на такую иерархию, как, условно, ты поиграл здесь, потом достиг чего-то, повышаешь уровень и так далее. А как формируется команда, которая пытается бороться на попадание там вот этой высшую лигу там Маслякова? В телевизор? В телевизор, так скажем, да. Ну, в большинстве случаев это проекты, скорее всего. Ну, то есть не то, что проекты, допустим, возьмем брать то же самое всем известных камызяков, условно, грубо говоря. Изначально это была команда не в таком виде, как она вот представила на телевизоре. Это была сборная камызякского, даже вроде камызякского края, или Краснодар называлась. Ну, то есть вот и она была сборной. И вот каждый раз, когда мы собирали свою команду на Первый канал тоже, команда была стояла там из человек 15, наверное. И вот она ужималась. Люди приходят, уходят. В итоге 7 человек дожило до телевизора в том виде, в котором они дожили. В большинстве случаев это какие-то сборные. И вот они потихонечку трансформируются, меняются и доживают в каком-то виде до телевизора. Всякий ли участник, скажем, какой-нибудь такой региональной лиги в конечном итоге мечтает попасть в телевизор? Или это не обязательно связанные вещи? Участие в КВН в регионе? Сейчас я думаю, что не совсем так. Потому что если раньше, допустим, очень была большая потребность, допустим, чтобы КВН выходил там по БСТ, по всей Уфе и так далее, то на сегодняшний день ни одной просьбы такой нет.
Нету такой потребности у КВНщиков, нет такой задачи. Им интереснее, ну, понятно, все снимаем, все игры снимаются, все выкладываются на YouTube. Достаточно ввести в Яндексе КВН Уфа, и ты увидишь все игры. Буквально, допустим, фестиваль был 23 февраля, уже сегодня мы его залили, сейчас он доступен, пожалуйста, можно посмотреть. Было там 27 команд, достаточно много. 2,5 часа, мы пытались это ужать, раньше 3 часа концерты шли и так далее. Но смысл в том, что сейчас им достаточно быть причастными, скорее всего, ко всему к этому. То есть это не конечная история, то есть ты приходишь, получаешь определенные навыки, получаешь определенные возможности свои, и дальше существуешь по какому-то там другому пути. Ну, не даст соврать Ганиев, что львиная доля ведущих всей Уфы, мальчиков, это все КВНщики. Если не все если не все ведущие всей Уфы — это КВНщики. Также телеканал БСТ тоже этим не обошелся, всей этой историей. Это такая же там. Ну, как и любой, собственно, канал нашей страны. Вот, кстати, я к чему клоню, кадров, да, как раз таки вот КВНщики — это ТНТ, да, на сегодняшний день, на федеральном уровне. Да. Это крутые проекты, сериалы и прочее. Вот есть ли соответствующие стремления у тех КВНщиков, которые участвуют вот в лиге у нас здесь? То есть это ставится как какая-то высшая планка, к которой нужно стремиться? Ну, сама идея в том, что все у нас призы в лигах — это поездка в Сочи. Ага, это на фестиваль. Фестиваль в Сочи, да. Сочи — это отправная точка уже, то есть, к дальнейшему. Там, для любой команды. Любой команды. Но вот недавно подписал контракт, первый канал КВН подписал контракт, насколько я помню, с Первым каналом, с СТС, еще с кем-то, о том, что напрямую сейчас они будут забирать. Если раньше КВН очень был ревностно к этому относился и очень переживал, когда они прям подписывали контракт, то есть наши ребята, когда мы ездили на Первый канал, нам прям давали, то есть безвыборно тебе просто подсовывают бумагу, ты не имеешь права участвовать ни в одном проекте другого телеканала. В течение там что-то 5 даже лет или 10, короче. Вот то есть тебя должны, условно говоря, выкупить потом. Если ТНТ хочет тебя забрать, условно говоря, я не знаю, как там это происходит. У нас ничего не покупали. Но контракты подписывали. Ну да, просто такую там бумагу тебе говорят, подписывай, а условно даже никто и не читает, что тут написано, поэтому... А что сейчас? Сейчас отменили, да? Нет, ну в смысле нет. А сейчас смысл в том, что типа каналы, они уже, то есть сериалы и так далее, тебя могут уже напрямую, даже играя в высшие лиги, ты играешь в высшие лиги, ты уже можешь появляться на других каналах. Ну, как я понимаю, это... То есть, в принципе, это ярмарка талантов, ну, некая, да, такая, ты появился, засветился. Например, в программе «Ургант», я знаю, там 15 человек авторской группы, это люди, которые в КВН, в принципе, ничего такого особого не достигли, но они там мощнейшие авторы и сидят сейчас работают. Да, в большинстве случаев, то есть ребята, даже которые не совсем удачно выступали в высшей лиге, они все очень много пишут. Слушайте, ну давайте поговорим про вот, сузимся от уже глобальной такой, да, про нас, проговорим про республику, про нашу команду. 80 там какой-то мохнатый год, команда Аграрного выходит в высшую лигу, одна игра вылетает. Ну, нам историю инсайд рассказали такой, я на самом деле очень удивился этому. Мы же ездили в Сочи, и понятно, туда приезжал еще Ульфат Мустафин, мэр нашего города, кстати, да, он приезжал на 2 дня туда, мы встречались с семьей Масляковых, они разговаривали, ну, там мы по определенным вопросам ездили туда. Ну, по каким? Ну, потом расскажу. То есть явно не загорать, потому что в Сочи там в этом проблеме. Да, то есть... Нет, я сейчас расскажу, просто расскажу как бы не то, что инсайт, а такой... Нам всегда говорили о том, что была команда вот этого мохнатого года с Аграрного, она такая, типа, вот они ездили, они молодцы, там классные, а оказалось на самом деле, что... Ну, там была заявка какая-то, типа, иди поучаствовать. И говорит, и сидит жена Маслякова и рассказывает. Она-то была редактором КВН. В то время уже, да. Ну, режиссером, что такое. То есть, и все говорили, что вот Масляков приехал, лично там отобрал команду, все остальное. Нифига подобного, оказывается, не было. А как было? Просто отправили жену Маслякова, говорит, иди езжай. Куда? Ты поедешь в Уфу, и поедешь смотреть команду эту. Я, говорю, туда приезжаю, смотрю, говорит, а там что-то не очень. Все не очень. Совсем не очень. То есть был некий план разнарядка. Нужна команда. Видимо, да, закрывать регион. А там как-то это нет, а нам прям как-то регионально решался вопрос. Через власть, что ли, даже прям. То есть вот такая какая-то история была. Ну, я прям врать не буду, но что-то вот... Нет, и жена Маслякова говорит, я, говорит, туда приехала, все остальное. Привезла эту команду, говорит, в высшую лигу. Она с первой же игры слетает. И потом, говорит, меня потом еще, говорит, лет 5, говорит, троллили по поводу команды с Уфы, что вот привезла нам команду, все остальное, могла сразу там искать. Ну, бог с ним, ладно, в историю не будем. Что у вас? Сборная города Уфы, фееричное выступление премьер-лига, вице-чемпионы. Это, ну, вот для тех, кто играл в КВН, любой житель нашей республики, это, конечно, невероятная радость, гордость, это вот мечта всех. Потом игра в вышке, ну, не проход, скажем, дальше, и все, команда пропала. Почему так произошло?
Ну, игра вышки произошла неудачно по одной большой причине, что все из-за денег. Это нормально. Ребят, давайте пояснять, что такое вышка. Не все Ну, понимают. высшая лига КВН, да. На Первом канале у старшего Маслякова. У старшего. Да, у старшего. Премьер-лигу младшего. Премьер-лигу младшего. Ну, премьер-лигу мы хорошо отыграли, там особо проблем не было, то есть все так как-то нормально, позитивно. Правда, нам начали помогать только на полуфинале и финале, и там мы как раз первые места и начали занимать. Вот, то есть... Помогать кто? Хамитов. Республика, то есть, да? Да. Республика там даже не совсем так, там лично Хамитов. Нам прям скидывали скрины переписки, у них же есть такая внутренняя своя система, там, сейчас можно говорить, наверное, это все уже. Конечно. Наверное. У нас можно. Но мы не скрывали об этом. И вот, ну, то есть там переписка, и там прям Хамитов очень сильно ругался, типа, мы там пишем письмо, условно, в правительство, а его просто гасят, письмо это. Оно уходит куда-то там, и там просто вообще ни реакции, никаких вообще движений, ничего. И он прям нам ругался: ответьте ребятам, типа, что вы, типа, динамите команду, а на Первом канале уже играет. Республика, там, это же все бренд. остальное, тогда, и так далее. Чего вы динамите, это, типа, и вот прям какая-то вот такая история была. Там прям, ну, там, понятно, нашли... Слушай, и, кстати, в чем эта помощь в итоге проявилась? Денег дали, что там сделали? Ну да, там помогли какие-то структуры, там, видимо, какие-то спонсорские, там, у нас так как бы старались сами находить, но там помогли там чуть побольше, там у нас денег стало, и мы просто смогли чуть-чуть себя разгрузить, то есть по реквизиту и так далее. Там, ну, то есть нанять, допустим, там этого реквизитора. То есть удобнее всего просто нанять реквизитора там, он стоит, условно, там 15 тысяч, чем вести отсюда человека, заплатить ему 10, что он там будет жить, кушать и так далее. Еще он не знает где что брать, где что искать, какие-то вещи и так далее. Легче просто, ну, типа, это сделать там просто. Но сейчас, кстати, такая история. Команда высшей лиги играет Селивановы из Ижевска, Удмуртия, а представляет Ульяновскую область. Потому что Удмуртия обещала, что поддержит, а в итоге ну, вот такие случаи просто есть. Вот была команда «Квансоюз», которая вот, она закончила свой путь, у них был директор команды, и вот появилась команда «Наполеон Динамит». Да. И они просто выкупили эту команду, она была... «Наполеон Динамит» из Челябинска, Тюмень купила. Ну, как купила? В смысле, говорит, мы готовы за вас типа, платить. И, играйте за нас. Играйте за Тюмень, и все, и вот такие истории. То есть вот и такие тоже истории бывают, что команда уже все равно, как бы, кто за них платит, по идее. Слушай, ну давай расскажем, а зачем это региону вообще? Вот нужно ли это? Почему Тюменская область вкладывается в Союз, потом вкладывается в Наполеон Динамит? Что это дает? Ну, давайте начнем с того, что до сих пор на Первом канале есть 3 популярные передачи. Даже это открытый рейтинг, можно посмотреть. Это на первом месте это «Голос дети», насколько я помню, были, буквально недавно смотрели. Ну, пусть потом, говорят, наверное. Нет, потом «Новости», а потом КВН. То есть он стабильно стоит в тройке. Так. А «Поле чудес»? Ну, нет, это... Как же? Не, ну ладно, хорошо, это просто не вне рейтинга. 2,5, вместо 2,5, да. Не, ну, то есть, где-то примерно, ну, то есть, пятерка вот этих стабильных передач, которые нестабильно держатся. Поэтому, то есть, КВН, он не убавляет. А если, опять же, говорим, ну, то есть, я думаю, что вот это как раз и дает тот самый... какой-то вот посыл регионам, наверное, как-то стараться дать. Но все равно это же спортивный интерес тоже. Это же тоже, типа, это как спорт. Кому-то это нравится, кому-то не нравится. А практический интерес есть? Финансовый? Получение прибыли какой-то? Потом? Когда-нибудь. В каком-то виде, я не знаю. Привлечение инвестиций, в конце концов. Умные регионы делают очень по-хитрому сейчас, по крайней мере. Ты же можешь заранее контракт подписать с этим товарищем. Ну, условно, грубо говоря, мы делаем команду КВН, мы понимаем, что она когда-то в будущем может стать популярной. Мы сразу подписываем с ними контракт лет на 10, что, чувак, извини, но в ближайшие там 10 лет ты будешь вести дни города все, к примеру. А извини, так гонорар, то там, если привести того же самого, там, не знаю, там, Слепакова, еще кого-нибудь, Галустяна вести мероприятие, это обойдется там в миллионов 1,5, не знаю, или сколько, и все. То есть, он по факту должен будет потом либо стать лицом этой республики, либо еще, то есть, ну, каким-то амбассадором, и так далее. Если повезет. Ну, то есть, если повезет, ну, понятно, что это такая плюс-минус лотереи, но все равно, то есть подписывайте заранее, а потом, допустим, условно так же ситуация. Пришел канал ТНТ к тебе и говорит, все, давайте мы заберем его себе. Хорошо, да, но мы его продадим за такую-то сумму. И, по сути, регион обратно отбивает эти деньги. Если это регион, если спонсор, то обратно он возвращает свои деньги, может, даже с прибылью. Почему нет? Это, опять же, то есть сейчас это нормальная история, как бы более с продакшеном, наверное, скорее всего. Есть артисты, да, их кто-то перекупает, кто-то за кого-то платит, кто-то там и так далее, и так далее. Я думаю, что это вот, если правильно подойти к этому вопросу, ну вот можно и, наверное, так. Просто 3 истории возникают быстро, да, из Союза Айдар, который всегда
всегда татарин, ах ты татарин там и так далее. Ну, то есть у него... с Башкортостана. Он татарин, ну, в смысле, по национальности, я сейчас не об этом. И у него образ татарина, и благодаря этому, собственно говоря, огромное количество, ну, вот, представителей татарского народа, к которому я тоже отношусь так или иначе. То есть, ну, это же вот, ну, скажем, пиар, да? Самоидентичность какая-то. Второе, да, «Луна», помнишь, Челябинская область, где наша Татьяна Морозова играла, наша Уфимка, которая сейчас вот в Comedy Woman, они же потом всю Челябинскую область просто своими лицами представляли. Это и тракторные заводы, и ЧГМК, и трактор у них команда хоккейная, то есть они просто поддерживали, а это же бренд. Ну да, они, то есть, пожалуйста, всех рекламах. А теперь давайте сборную Камызякского возьмем. Туда столько народу просто узнало, что есть вообще такой поселок Камызяк, и поехало туда посмотреть. Это же, ну, туризм, то, о чем... Это инвестиции, это деньги, финансы. Что дальше, Тимур? Что в ближайшем будущем? Что с башкирским, уфимским КВНом ты анонсировал в ноябре 2018 года, что готовишь команду для... Ну, на самом деле, сейчас будет выезжать несколько команд в другие регионы. Да, какие результаты Сочи вообще? Сочи, у нас очень много там... Ну, как бы для людей обычных, как бы это непонятно, там повышенный рейтинг и так далее. То есть, ну, команды поедут в центральной лиге. Это как бы очень хорошо, они могут претендовать на следующем году на телевизор. Одна команда из Нефтекамска, очень опытные ребята и бывшие игроки СГУ, сборной города Уфы, который играл тоже на Первом канале, они попали в первую лигу. Что это такое? Первая лига — это когда вот это та лига, перед которой вот, то есть все КВНщики должны через нее пройти. То есть это подготовительная лига. То есть вот существует... Масляков младший там также? Нет уже, нет? То есть старший, младший Масляков, у них там на Первом канале. Да, а первая лига, она путешествует по городам. То есть она по 3 года в каждом городе. То есть она путешествует, и вот, это та же самая телевизионная лига, но это там, где команда собирает для того, чтобы проверить. Это то, что мы увидим завтра на Первом канале. То есть такой технологию отрабатывают, по сути. Да, то есть это и материал, и технологии, и опыт, и съемки, и там и режиссеры работают с Первого канала, и редактор с Первого канала. И вот зачем Ульфат Мустафин летал в Сочи. Вот, давай. Инсайд. Достаем. Чтобы в следующем году... Ну, должна была в этом году оказаться. Первая лига должна была приехать из Казани. Из Казани мы должны были забрать ее. Уже у них там 2 года она была. Мы хотели забрать уже в этом году, сюда ее себе. Все договорились, все ехали, но казанцы, как узнали, что мы хотим забрать. За ее забрать, да, там, видимо, была неосторожность там кого-то сказать, что они летят в Казань, и они были до этого в Казани за день, и из Казани летели в Сочи. А Казань не хотела, то есть у них решения не было, не принято, там, они не хотели там брать и все остальное, и так далее, и так далее. И вот они там в последний момент, там, перед нашим прям заходом в Масляково, они прям звонят из Казани, то есть, ну, там понятно, что Шаймиев там еще говорит. Ниханов напрямую звонил, получается, Маслякову и сказал там, и Масляков сказал, ну ладно, раз вы не хотите брать, нам сказали, что у вас денег нет, а сказать ему, что у вас денег нет, и все остальное, нам быстро полетело вниз, и там, говорит, министр, бедняга, там что-то опять... Тут же нашел, тоже достал, да, и решил, что все, первая лига останется у них, все остальное. Ну, то есть это ли вот тот ли самый пресловутый спор Татарстана и Башкортостана, даже на этом уровне, нет, или это просто... А я не знаю, как это расценивать, просто так получилось. Ну ладно. Да не знаю я. Ну просто там была и моя подстава такая, я-то все как бы договариваюсь, везу такой туда. Короче, все должно было быть уже у нас, но кто-то из наших тихонечко сказал не вовремя лишнюю фразу. Там казанцы услышали и сказали, ага, да? Сейчас зрители нашей трансляции видят, что я показываю. Да. Ну и вот... Такая ситуация. Ну, нет, как бы договоренность была, 3 года заканчивается, и в следующем году на 3 года к нам в Уфу приезжает первая лига Международного союза КВН. Сколько это стоит? И стоит ли вообще в КВН есть деньги? То есть стоит ли это денег каких-то? Ну, конечно, это же большие затраты, то есть нам, понятно, нужны перелеты все сюда. То есть мы везем сюда всю команду. Всю команду. Принимающая сторона оплачивает. Ну, логично, да. То есть мы же себе берем этот проект, условно, грубо говоря. То есть это... То есть все... Ну, опять же, всех везем сюда. Да. Эти ребята учат наших режиссеров, учат наших редакторов, учат нашу всю команду так, как работать на Первом канале. То есть это большой плюс там, и для БСТ, которые приезжают ребята с Москвы и говорят, вот мы снимаем вот так, вот учитесь. Ну, то есть это, понятно, телевизионная история. Плюс, если экономический эффект говорить, вы должны понимать, сюда приезжает каждый раз по 25 команд. Они сами платят за дорогу, они сами платят за жилье, они сами платят за питание, они сами платят за реквизит, они сами платят, то есть и много-много. Да. Ну, то есть, мало того, они должны привозить сюда по болельщиков еще. То есть, мало того, что мы ездили в первую лигу, когда ездили, тоже мы там брали 2 автобуса и везли болельщиков. Понятно, они тоже едут, оставляют здесь деньги. То есть, это такой туристический эффект. И этот эффект не на 1 год.
Понятно? Плюс это снимается все передачи. То есть мы выпускаем их там на своем канале. Это эксклюзив для наших жителей, что они увидят первыми то, что на следующем году на Первом канале. Они все это видят и... Все. Ну, бренд, это в любом случае создание бренда. Ну, то есть, это, и Маслякова наверняка, да? Понятно, да, понятно. Плюс мы сюда возим всех топов. То есть мы должны возить сюда каждую жюри, ведущих и так далее. Все это как бы... Здесь, действительно, будет создаться большая атмосфера. И живут они, опять же, здесь не на одну игру приезжают. Они должны... Здесь будет 10 игр. Живут они здесь порядка, получается, здесь... Минимум неделю. Минимум неделю. То есть это, опять же, там не на один день приехали. Мы посчитали там после там... Экономический эффект. Ну, понятно, что не прямых денег там в республику, но это очень большая Кстати, а с какого момента КВНчик начинает зарабатывать реально, играя в КВН? Ну, я думаю, как в высшую лигу попадает, наверное, уже начинают, потому что они начинают подрабатывать, писав более молодым командам. Ну, то есть, когда увидели, что ты уже куда-то попал, тебя начинают заказывать, помочь более молодым. То есть это уже деньги определенные. А обычно, то есть у нормального автора в среднем сейчас 15 тысяч в день вроде. Зарплат в день. Ну, если он что-то написал? Нет, не в зависимости от того, сколько он написал. То есть это может быть он написать, может быть, и один номерок, а может быть... Может просто редактировать, сказать, это хорошо, может, он там прорвало, и он написал там 18 шуток тебе. А у нас такие есть в Уфе или выходцы из Уфы? Есть. У нас много авторов в Москве работает. Даже там, и, я знаю, Коля Муратов работает, и хотя тоже не точно был автором в СГУ. Много-много, да. Денис Кагарманов, сколько я знаю, тоже на сериалах сидят. То есть это не один человек из Уфы находится там. То есть это достаточно очень большое количество. Ну и в Уфе, то есть, сейчас, допустим, опять же говорю, в Уфе один сценарий одного конкурса стоит около 15 тысяч рублей. Не, это в среднем. Опять же говорю, ты можешь заработать уже здесь. Для справедливости надо сказать, что просто проводят и корпоративные КВН, и приглашают, конечно же, авторов вот из системы лиг КВН, а это, там вот 15-20 тысяч игра. Вот сейчас, допустим, то есть корпоративный КВН, условно, у меня команда КВН, какое-нибудь предприятие, да? Я сам ничего придумать не могу, я зову автора, что ли? Конечно, это вот так, что ли, работает? Конечно. То есть не я придумываю? Не, вы можете сами это сделать. Если вы гений. Если вы не гений, если я не умею, я лучше не буду тогда выступать, может, нет? А обязывают же. Не же обязывают. Нет, кто-то хочет сам играть. Например, ладно, давайте мы сейчас не будем в это погружаться, потому что там схем много на самом деле. Нет, у нас есть КВН среди трудящейся молодежи, который делают профсоюзы. То есть они в какой-то момент захотели, говорят, мы хотим свой КВН. Свой КВН хотим. Среди трудящихся. Прикольно же, прикольно. Профсоюзы играют в КВН, классно. И вот там играет Башнефть, играет против Башфорсвязи, играла там и так далее. И это же, то есть, какой-то даже больше рекламный эффект, когда вот, допустим, Башфорсвязь играет против Уфанета. И вот они начинают друг друга подтруливать под всякими там историями там, и так далее, и так далее. Понятно, там не профессионалов нет, но играют все сотрудники. Просто помогают режиссеры и сценаристы, которые помогают им адаптировать тот материал, который они придумали. То есть все равно это остается внутренне их, как бы. То есть у нас была команда КВН в этом году ЖКХ. Ну, то есть, понятно все, на чем они там шутят, понятно, что они сидят. Но просто там писать ничего не надо. Ну, то есть, да, просто их нужно, вот то, что они придумали сами, там, как сформулировали, нужно просто в более-менее удобоваримый вид переделать. И все. Вот это авторы этим занимаются, что они просто адаптируют ту ситуацию. В высшей лиге же тоже есть не секрет, что, например, с командой Кефир работала команда Союз. Секрет. Это для тех, кто играет. Нет, просто бывает такое, что в высшей лиге играет две команды, и одна еще другой пишет. Они друг против друга играют, и одна проигрывает. Например, Союз проиграл так, как они физтеху. Ну, смысл бывает такой, что типа может вышли две команды, еще другая будет друга писать. Ой, лучше всего этого не знать, оставаться в своем неведении. Легендарная пирамида. Как бы смотрите эту передачу и думать, что все там классно и замечательно. Не, там все классно. Тимур, какие планы у нас осталось? Да, буквально. Какие планы, что вот ближайшее там обозримое будущее? 20 марта здесь в Уфе пройдет Центральная лига Поволжья, это наша проверочная история, фестиваль, сюда приедет порядка 30 команд 20 марта в Конгресс-холле. Спасибо тебе большое. У нас в гостях был директор системы лиг КВН Республики Башкортостан Тимур Шайхутдинов. Удачи, развития. И спасибо всем, кто был с нами. Всего доброго. Пока. Пока.